Все чаще и чаще жители Якутска, его пригорода и части улусов республики жалуются на резкие отключения электроснабжения, к тому же без предупреждения. Участились жалобы после запуска ГРЭС-2, которая состоялась в ноябре 2017 года. Электрическая мощность ГРЭС-2 – 193 мегаватта. Строительство станции обошлось в 31 миллиард рублей. Сейчас ГРЭС-2 обеспечивает от 30 до 60% электроэнергии и тепла центрального энергорайона Якутии. Мы побывали с экскурсией на новой станции и смогли задать вопросы, которые волнуют якутян. С 1 ноября официальный ввод станции у нас. И сколько было уже у вас ситуаций? Но блокаутов таких у нас не было. Скажем так, отключение основного оборудования где-то порядка 5 случаев было за полгода. Чаще всего это по какой причине происходит? Знаете, у нас еще не было ни одного повторяющего отключения. То есть это все связано с, скажем так, выявлением каких-то недостатков в процессе первых лет эксплуатации. Ну, как бы от этого мы никуда не уйдем. В общем-то, все энергообъекты, построенные в мире, вот, они, скажем так, имеют переработочные отказы, от которых просто уйти невозможно. Могу только сказать, что в нашем случае мы имеем гораздо меньше технологических нарушений, чем это было на какой-то другой станции, по опыту. Дело в том, что наша Якутская ГРЭС, первая станция, которая у нас, некоторые машины на ней уже отработали по продленным ресурсам, уже 2 назначенных ресурсом заводом-изготовителем, да, она не была запроектирована для работы вот именно в объединенной системе, для параллельной работы с другими источниками генерации. Якутская ГРЭС-2 – это новая станция. Вот, новая станция, как правило, имеет какие-то переработочные отказы, которые невозможно предусмотреть на этапах и проектирования, и, значит, строительства и пусконаладки. Вот, и они проявляются только уже на этапе эксплуатации. То есть мы несколько раз полностью теряли Якутскую ГРЭС-2, то есть полностью теряли всю генерацию. Это было и 2 машины, и 1 машина, и 3 машины одновременно работающих, что приводило к большому набросу нагрузки на Якутскую ГРЭС. И Якутская ГРЭС не справлялась просто-напросто, не могла переварить такие возмущения, потому что она по проекту на такие режимы не рассчитывалась. Вот, поэтому нам самостоятельно пришлось эти режимы смоделировать, значит, наладить. И на сегодняшний день Якутская ГРЭС у нас уже в меньшей степени подвержена каким-то отключениям. Прокуратура города Якутска, как главный надзорный орган, проводит прокурорские проверки по части нестабильности новой станции. По состоянию на 26 июня 2018 года из 235 нарушений, которые были сами же установлены в соглашении о выполнении гарантийных обязательств между, скажем так, поставщиком оборудования и исполнителем договора по строительству и комплектации вот этой ГРЭС-2 и между, значит, ПАО «Якутскэнерго», да, и из них не устранены до настоящего момента остаются 16, в том числе такие, как непроведение в полном объеме наладки систем автоматическое управление, реализации и вентиляции, нарушение работы электропривода ворот, окончание сроков поверки и аттестации части приборов химического контроля, наличие просроченных реактивов и тому подобное. Постоянная комиссия Гордумы по городскому хозяйству и экологии под председательством Сергея Черных провела депутатские слушания о мерах по обеспечению стабильности энергоснабжения на территории городского округа город Якутск. И тут ровно на те же вопросы, которые задавали журналисты, но на этот раз они звучали из уст депутатов, Руслан Ауфатович скрывать ничего не стал и привел всю статистику отключений. Итогом комиссии можно назвать согласование планового отключения ГРЭС-2 для устранения выявленных дефектов и неисправностей, возникших в период эксплуатации. Ремонт, возможно, затянется до августа. Сейчас у нас началась подготовка к отопительному сезону уже 18-19 года. И если сейчас мы упустим момент, когда энергетики, скажем так, опять же
не справится с этими задачами, то есть наладочные работы, наверное, вот так будет правильно, на ГРЭС-2 мы можем поиметь очень серьезную ситуацию вообще у нас на территории центрального энергорайона, непосредственно города Якутска. Поэтому с этими связаны были проведение сегодня депутатских слушаний, чтобы мы определенный тон, может быть, задали для энергетиков, что надо готовиться к зиме. Время у нас для этого достаточно мало, то есть абсолютно нету. Поэтому я думаю, что получился достаточно откровенный и конструктивный разговор. Якутская ГРЭС-2 мы выявили в процессе эксплуатации несколько, так скажем, не совсем правильных технических решений при проектировании, которые приводили к отключениям неплановым. ГРЭС-2 остановлена в плановый ремонт. То есть мы разработали мероприятия технические по устранению вот этих всех замечаний, которые были выявлены в процессе зимней эксплуатации. И вот до 1 августа мы сейчас эти все решения внедрим и, соответственно, существенно снизим риски ОЗП 18-19 года, осенне-зимний период. Еще нужно сказать, что мы в текущем году достраиваем заходы на подстанцию МАЯ. То есть у нас есть с вами связь теперь уже с объединенной системой Дальнего Востока. Построена линия 220 киловольт Томот-МАЯ. Это построена подстанция МАЯ, которая, в принципе, по максимально допустимому перетоку 92 мегаватта у нас там, она позволит полностью обеспечить электрической энергией все Заречье. Это тоже само по себе повлечет за собой повышение надежности обеспечения потребителя, потому что появляется еще один источник генерации, не генерации, так скажем, а резервный источник в виде генерации от объединенной системы Дальнего Востока. На сегодня покрытие нагрузки осуществляется за счет ГРЭС-1 и Якутской ТЭЦ. Ситуация с частыми перебоями в электроэнергии находится на контроле в прокуратуре. Проверки проходят по всем крупным отключениям. Например, 28 мая 2018 года вследствие шквального ветра произошло 428 аварийных отключений на подстанциях. Это город Якутск и его пригород. Проверка показала, что отключения были вызваны в том числе и из-за падений опор. Как установлена проверкой, все отключения вызваны в том числе падением 54 опор вследствие их ненадлежащего технического состояния, загнивания, в связи с нарушением ПАО «Якутскэнерго», в том числе требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, недостаточных объема ремонтных программ Центрального энергорайона по содержанию и в работоспособном состоянии всех линий данных электропередач. Кроме этого, было установлено, что 69 вышеуказанных аварийных отключений устранено у нас с нарушением 24-часового срока возможного отключения ремонта. Что говорит о том, что руководством ПАО «Якутскэнерго» несвоевременно было принято решение о привлечении сторонних организаций в целях устранения данных аварийных отключений. И по выявленным нарушениям у нас в отношении юридического лица и 2 должностных лиц ПАО «Якутскэнерго» возбуждено 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 Кодекса об административных правонарушениях. И все эти акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении и на контроле у прокуратуры города. — 125 тысяч опор линии электропередач. 125 тысяч у Якутскэнерго. Из них 120 тысяч в деревянном исполнении. Поэтому у нас очень часто, к сожалению, молния попадает в стойку опоры, повреждает опору. Видим, что грозовая активность у нас увеличивается, но это природа, мы с этим. К сожалению, здесь уже мы своими мероприятиями ничего сделать не сможем. Существует регламент, установленный законом, по которому энергетики обязаны предупреждать потребителей об отключениях. Якутскэнерго с этим справляется. Плановых отключений много. Сегодня у нас запланированы работы в городе Якутске в 14 участках, и поэтому во всех этих 14 участках будут страдать на какое-то время будут потребители отключаться. Это делается для того, что обеспечить надежность, чтобы потом не было ни плановых отключений, и это увеличение пропускной способности центров питания для того, чтобы можно было город развивать. То есть, допустим, если у нас строится
какой-то многоквартирный жилой дом, то естественно, что ему нужно будет больше мощности, и вот по всей Гирляндии от электростанции до конкретной уже комплектной трансформаторной подстанции нам необходимо какие-то реконструкции производить, поэтому мы их планово планируем, производим. Пока ГРЭС-2 отдыхает, ГРЭС-1 и ТЭЦ выявили, что сети электроэнергии остались старые, а потребление возросло во много раз. Уже технологическое нарушение связано не со стихией, а, наверное, в большей степени с воздействием посторонних лиц, так скажем. То есть это попадание негабаритного какого-то транспорта под провод, наезд на опору, а вот, значит, бурение скважины и повреждение кабеля. Такие технологические нарушения, они нередки. Значит, безучетное потребление, к сожалению, это вот есть такие категории потребителей, у которых это постоянно. В основном этим злоупотребляет, так скажем, частный сектор. Разрешенная мощность у потребителя, допустим, там 5 киловатт, а он потребляет 15 киловатт сегодня. Значит, у него в одно устройство рассчитано на 5 киловатт, значит, он его скрывал. Значит, идем, смотрим, сорвана пломба, ну и начинается соответствующее разбирательство. Гаражи превращаются в автосервисы, коттеджи в сауны, а частные дворы перестраиваются в мини-заводы и торговые центры. При этом данные объекты нигде не учтены. В случае, если же гражданин после введенного ограничения электроснабжения самовольно подключится к электричеству, на него также имеется административная ответственность по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей, или если хищение энергии будет доказано в крупном размере, то возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, где санкции этой статьи предусматривает наказание в виде от штрафа, да, в размере до 40 тысяч рублей. И самое сильное наказание, самое строгое, это у нас лишение свободы на срок до 1 года. При этом крупным размером у нас считается причинение ущерба, значит, энергоснабжающей организации на сумму более 250 тысяч рублей. Для энергетиков сложность в том, что для ремонта или установки более мощной подстанции требуется документальное на то подтверждение. На самом деле объективно растет нагрузка. Мы за рост нагрузки, мы за то, чтобы потребители потребляли, платили деньги. Поэтому мы, конечно же, будем эти центры питания развивать. На сегодня застройка в городе хаотичная, несмотря на то, что существует генеральный план застройки Якутска. Необходимо объединить совместный контроль и работу со стороны окружной администрации, энергетиков и государственного реестра, который регистрирует частную собственность. Также следует обратить внимание на использование земельных участков. Практически следует изменить подход к учету и контролю. Возможно, даже начать вести единую базу, чтобы то, что отображается на бумаге, хоть как-то совпадало с реальностью в жизни.